ведь для того и живем, чтобы устраивать свою жизнь все комфортнее, делать красивее. То есть люди работают, зарабатывают деньги, чтобы купить крутую машину, крутую квартиру, крутой телефон, там, кушать красиво. Никто же не живет, я не буду менять свой Запорожец вот на этот Land Cruiser, потому что он мне столько прослужил, и это история, и у меня столько всего, с ним связано. Ну, не бывает же такого. И я вот к этому всему тоже отношусь. Посмотри, какой красивый город. Салам, Раис. Валейкум. Давно не виделись? Согласен. Задают вопрос всем всегда. То есть я тебя знаю давно. Очень давно. Да, очень давно мы друг друга знаем. Ты геймер. Вернулся обратно к профессиональным этим играм. Да, киберспорту. Ты музыкант, ты певец, ты продюсер, саунд-дизайнер. Но как ты сам себя охарактеризуешь одним словом? Кто ты? Просто творческий человек. То есть иногда я даже люблю порисовать. Ну, в принципе, ты даже помнишь, я когда-то рисовал. Вот, в секрете от моих друзей я иногда тоже люблю там порисовать. Допустим, иногда обложки, певцы, которым я делаю треки, иногда я им даже там обложечки могу там сделать, что-нибудь такое. То есть для меня нет каких-то вот границ, что я просто там музыкальный продюсер или там просто там геймер. Для меня это получается как-то вот очень просто. Я к этому слишком просто, отношусь. Просто я творческий человек, который занимается любимыми делами. То есть все это есть твое хобби? Да. Потому что и музыка для меня хобби, и игры для меня хобби, и все. Вот это, я бы все охарактеризовал бы это как хобби. Вот ты прям в точку сказал. Я не помню, кто сказал, но говорят, что работа — это должно быть хорошо оплачиваемое хобби. Тогда ты будешь получать удовольствие. Я полностью согласен с этим, потому что человек счастлив вдвойне, когда он получает какой-то профит от дела, которым любит заниматься. Я помню тебя, и ты не дашь мне соврать. Когда ты был импульсивным, эмоциональным. Школьное время, да? Это подростком, который 13-14 назад, да. И у нас в офисе орал, кричал, выводил из себя, мы на тебя кричали. Да, ты там было что-то вечно ерундой занимался какой-то. Сейчас ты уже стал степенный, аккуратный, как ты сам говоришь, научился говорить «нет». Ты заметил, да? Да. Ты запомнил я говорю, это? скажу, как так получилось, что ты преобразовался? Слушай, вот если не соврать, наверное, самое лучшее образование я получил именно там, вот где мы и встретились. Мы же работали на одном этаже, вы были из Устодизайна, а я из АФМ. То есть для меня это вот самое золотое время. Мой путь, грубо говоря, он начался там. До этого места я был таким... у меня там была рок-команда, я там чем-то увлекался, не мог себя найти, а уже когда я попал в команду таких серьезных ребят, я уже начал задумываться о том, что, это серьезно, и надо о чем-то прям думать. Короче, вот это вот общество, я, попал в нужное время и в нужное место, грубо говоря. Знаешь, как бы то ни было, я считаю, что вот Устодизайн того периода, он это была совсем другой, креативная кузница, считай, всего, что есть сейчас. Да. Это, можно сказать, такой батя, всех вот этих вот креативщиков, которые сейчас есть, потому что это прям такое вот золотое место было в то время. И мне очень прям повезло, что я туда попал благодаря Насиму. Кстати, Насим недавно приезжал, помнишь? Конечно. Насима Шаймурадова. Мы недавно с ним сидели, он до сих пор мне дает хорошие советы. Насим, если смотришь, привет. Сенсей, привет. Вот, мы на днях как раз сидели, обсуждали это время. Он тоже говорит, я бы очень многое бы отдал, чтобы оказаться там, на денек в то время. Было хорошее время. Оно меня много чему научило. И я думаю, что вот это как раз-таки повлияло на то, каким я стал. Вот ответ на твой вопрос. Я всем говорю, что это вот как раз-таки вот то время, которое начало на меня влиять. Кстати, после АФМ я не попадал уже ни в какое сообщество. То есть общество, можно сказать. Это же был первый и последний офис, в котором я работал. Серьезно? Да. Потом я уже начал работать там по ресторанам. Меня исключили с первого курса. Потом я подумал, что, нужно что-то думать. И как-то так вот я медленно начал собирать свою студию. Фарик Сафарзаде говорил то, что в Фейсбуке все нетрушные. В тебе этого нету. Ты любишь и поругаться в Фейсбуке. Даже слал какого-то музыканта, я не знаю, кто это был, на 3 буквы, то бишь бан.
Почему ты себя так в Фейсбуке? Ты вообще не сдерживаешься в Фейсбуке, я смотрю. Ни на слова, ни на выражения, ни на темы. Блин, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что тех ребят, которые носят маску, я, в принципе, 100% понимаю, потому что я с ними работаю. Это их как бы сценический образ. То есть они не могут себе позволить этого. Просто сейчас вот повернем в другую степень, да? Я когда-то вообще думал начать петь. Потом, когда я начал себе представлять, какие рамки мне нужно будет там ставить, туда не ходи, это не делай, тебе это не полагается. Я подумал, я не хочу этим заниматься. По-моему, самая лучшая работа в шоу-бизнесе та, которая сейчас есть у меня. То есть я занимаюсь тем, что я хочу, я делаю то, что я хочу, я делаю тем, кому я хочу. Короче, грубо говоря, живу по своим правилам. Ну, певцам из телевизора, я их 100% понимаю, то есть им нельзя себя так вести. Возможно, они в жизни не такие, я даже скажу больше, что они не такие в жизни, но они не могут это показываться, потому что люди будут этим пользоваться. Чем? Ну, вот таким вот отношением, знаешь, если... Блин, я даже не знаю, как это правильно сказать. Немного слабины дал, люди уже начинают пользоваться. У нас такой, грубо говоря, менталитет. Ты же понимаешь, о чем я говорю. Я вообще давно говорю, что в нашей стране почему-то воспитанность и вежливость считается слабостью. Очень прям сильной слабостью, поэтому я этих ребят понимаю 100%. Поэтому ты смело можешь слать кого хочешь? Никого, конечно, хочу. Я всегда сдерживаюсь. То есть я считаю себя прям очень уравновешенным человеком. Лично я сам себя так считаю. Я супер спокойный человек. То есть прям должно случиться что-то очень прям такое важное, чтобы я сорвался на кого-то там или что-то сказал такое. Но и я не боюсь публичности. То есть если я что-то думаю о ком-то плохо, я могу это сказать прям и на публике, и в лицо. Но Facebook моменты, они такие, как сказать, индивидуальные. Ну смотри, город маленький. Город маленький, да, у нас очень маленький город, ты сейчас да. этого человека послал, а завтра ты его встретишь на одной площадке? Ничего, но я не буду, наверное, с ним работать. Не, наверное, а 100%. То есть у меня, слава богу, в жизни еще такого не было, что, допустим, я не захотел с кем-то работать, но мне пришлось с этим человеком работать. То есть вот плюс моей, как сказать, тут даже не то, чем я занимаюсь, а то, какую площадку, какое общество я создал вокруг себя. То есть, если я не хочу что-то делать, я это не делаю. Я, наверное, супер счастливый человек, который имеет такой вот прям выбор. Не знаю, я вот смотрю на всех этих артистов, и у меня складывается такое ощущение, что большинство из них, они себя ведут так. Да, блин, и клипы снимают так же. То есть, да, в целом все идет к тому, чтобы их позвали на туй. Я что хочу сказать? Я с тобой согласен, да. Есть такие, конечно, артисты, которые, грубо говоря, становятся популярными, чтобы зарабатывать на этом. Я думаю, что это неплохо. Я не считаю, что это плохо в качестве артистов. Им что делать? Где их еще будут слушать? Я вообще, знаешь, я против вот этих стандартных национальных туев. В последнее время у нас чуть-чуть ситуация изменилась, я скажу. В последнее время я даже вижу, что один диджей может всю свадьбу провести. Ну, лично у меня, конечно, более такая схожая мысль с тобой. Лично я свою свадьбу проводить вообще не собираюсь. То есть у меня будет такой вот маленький мальчишник, там я своей девушке сделаю маленький девичник, все, все, у нас все закрыто. Тебе не кажется, что из-за туев наша музыкальная эстрада, ну вообще ребята молодые, все стагнирует, не регрессирует, 100%, а стагнирует, стоит на месте. Да, я вот сейчас как раз хотел об этом сказать. То есть ребята талантливые, которые вот добиваются туев, и они попадают вот в зону комфорта. Они не хотят идти дальше. То есть ты занимался творчеством изначально, у тебя все начало получаться, тебя начали звать на свадьбы, у тебя там было там 2 свадьбы в месяц, там потом их стало там 10, потом 30, потом ты в день берешь там по 2 свадьбы, успеваешь по 2 свадьбы бегать. И получается, что ты забываешь о творчестве и начинаешь заниматься тем, что тебе приносит прибыль, и тем, к тому, к чему ты привыкаешь. То есть, грубо говоря, они находят вот какую-то вот зону комфорта, с которой не хотят выходить, и все, они остаются там. И есть ребята, которые это понимают и говорят: «Хаяк солду солту мезанун, баягон трек чахаме брурум, творчеством буду заниматься». Нифига подобного. Это было и до нас так, это будет и после нас так. То есть они остаются уже там. Вот все. про что я говорю, традиционность. То есть уже в целом 20 лет как ничего не меняется. То есть вот эти
ребят как начинали, они могут всю жизнь петь на этих туях. Вот они приходят с этой флешкой, на которых стоит часовой сет. Summer Туй Remix Да, 2015 там, и Ты знаешь, бомбят. даже самое страшное не флешка, а самое страшное то, что там плюс. То То, есть что там они умудряются на свадьбах петь под фанеру. Мы с Сафар Муаммадом как работаем? У нас в группе 2 музыканта. Мгм. Вот мы если куда-то вот едем выступить или что-то такое, у нас есть минуса, а есть такое как -1, -2, -3, -4. Это, допустим, минуса, где нет гитар, там чего-то, там барабанов. Допустим, живые концерты, это уже давно есть такая практика, что дается под плейбэк, это так и называется, то есть плейбэк. Там просто нету барабанов, там бас-гитары, гитары, там чего-то еще, мы берем музыкантов. А есть, допустим, ну просто там табрикот, мы, допустим, едем, у нас тоже флешка, но Сафар поет вживую всегда, то есть абсолютно всегда. Вот сколько мы работаем, 4-5 лет, я ни разу не видел, чтобы он под фанеру пел. И я всегда играю вживую. Всегда. То есть для нас это прям очень важно. Прям всегда. Абсолютно всегда. И часто на туях выступаете. Вообще не часто, Искандар. Вообще не часто. Это из-за того, что у вас не вот эта музыка вся? Да, Или дорого? можно и так сказать. И не, наша музыка подходит для современных свадеб. То есть мы выступали, все нормально. Ну, нам самим как-то это, наверное, неинтересно. Ну, вы выступаете пару треков, да, там 3-4 трека и все. То есть свадьба от и до. Да, это называется табрикот. То есть там Ну да. 25-30 минут прийти там кого-то поздравить. Ну, у нас это прям очень супер редко бывает. То есть табрикот, он не только бывает на свадьбах, он бывает там открытие ресторанов, там просто ресторан там устраивает какое-нибудь там мероприятие. А у тебя сейчас в твоем продюсерском центре только Сафар Мухаммад или еще кто-то есть? А сейчас у меня есть еще одна девочка, Малуат ее зовут. У нее очень классные такие треки. Пока мы их не выпускаем, мы просто пока работаем над треками. Современные такие, интересные прям треки. Underground, можно сказать. Если послушать Сафара, да, у него вот совсем другое направление. То есть вообще не похоже ни на кого. Когда проводили здесь Got Talent первый, прослушали огромное количество ребят. То есть мы еще до старта, мы отбирали, еще сами отбирали, да, проводили кастинги. И вот мы сидели, слушали, и я поймал себя на одной мысли. Ну, я как креативный продюсер всегда слушал, говорил, кому что лучше сделать. Где-то фьюжн добавить, где-то так спеть. Я вот слушал, и я выяснил, что у нас 3 темы для того, чтобы петь песни. Первая тема – Ишк. Вторая тема – Ватан. Третья тема – Модар, Подар. Ишк и Ватан. Ага. Модар по праздникам. Модар по празднику. То есть, почему так? Почему только 3 темы? Я почему это говорю? Я, например, люблю очень памирскую музыку, да? Ага. То есть у меня, если так брать, Я тоже очень люблю из памирскую национального музыку, да. плейлиста, у меня всегда там есть Далер, у меня всегда есть там Самандар, Полудов. То есть они меня не напрягают. Я могу под них работать очень долгое время, да? То есть мне эта музыка нравится, мне смысл этих песен нравится. Ну, Далер Мэтр. Это даже не обсуждается. А если взять другую музыку, вот сплошные вот эти темы. Включишь телек, все. Любовь, любовь к родине, либо родина. Я, наверное, первый, кто сейчас это скажу. У нас огромная проблема с музыкантами, с молодыми музыкантами. У нас огромная проблема с молодыми музыкантами сегодня в Таджикистане. Поясни. Нет музыкантов, нет грамотных, хороших музыкантов. Их мало, то есть они есть, но их мало. Допустим, если 80-е и 90-е тут было столько... давай даже не 80-е и 90-е. Ты же помнишь времена 2005-х, 2010-х, Да. 2000-х? Блин, столько рок-команд, столько молодежи, которые там играли, что-то хотели сделать. Рэп-команд сколько было? Сколько рэп-команд было. Я даже помню, что мы одними из первыми рокеров были, которые выступали с рэперами на одной сцене. Это было очень страшно. На то время это было очень страшно. Сейчас всего этого нету. Я не знаю, почему так случилось. Может быть, потому что молодежь начала понимать, что от этого... это реально очень тяжелый путь, можно сказать, да? То есть у кого-то получается, у кого-то не получается. Но все равно я просто смотрю на молодежь, которая вот занимается музыкой. У них будто вот нету этого огня. Я помню, у меня когда не было денег на дорогу, чтобы доехать до точки, я пешком с 82-го добирался до Спартака с комбиком и с гитарой. Пешком, комбиком? да, с комбиком. Ну, у меня был 15-ваттный комбик, и вот, то есть я хотел этим заниматься. Сейчас такого нету. Я помню, если кто-то в точку приходил, у него там было 5 сумон, мы заходили
в супермаркет и покупали вот эти дешевые, короче, пончики по 50 дирхам и воду. Для нас это был прям супер какой праздник. Сейчас у молодежи есть все. Искандар, я смотрю, сколько сейчас стоят гитары. В наше время, чтобы иметь какой-нибудь профессиональный, более-менее такой профессиональный средненький инструмент, это нужно было прям очень-очень много просить родителей, да? Сейчас это вообще не проблема. Сейчас не проблема учиться чему-то. Интернет столько всего позволяет. Я, если ночью не посмотрю полчаса 40 минут каких-нибудь туториалов, для меня это очень плохой день. Я каждую ночь должен посмотреть какой-нибудь тутор, чему-нибудь поучиться. Потому что я понимаю, что я до сих пор еще ничего не знаю. У нас проблема с образованием. Огромная проблема с образованием. У нас негде поучиться звукорежиссуре. У нас негде поучиться правильно записывать вокал. Ну, то есть я в своей сфере говорю. У нас очень большие проблемы, но интернет позволяет сейчас обойти все эти проблемы и начать что-то делать. И я не понимаю, почему молодежь не делает это. Может, лень? Лень — это тоже очень такая больная тема для меня. Я супер ленивый. Я очень тоже ленивый. Но когда я понимаю, что я начинаю в какой-то из моментов деградировать, я начинаю поднимать свою пятую точку и работать. Нам, допустим, с Сафаром Мамадом было очень тяжело. Я вспоминаю те моменты, и я удивляюсь, как я не сдался. Слушай, вот реально, вот 45-градусная жара, мы сидим, работаем, и у нас нету ни кондиционера, ни вентилятора. И я помню, я поменял кулера на компьютере, кулеры, которые вентиляторы, заклеил, короче, их клеем, засунул в блок питания, и вот это вот был нашим таким этим вентилятором на то время. То есть мы вообще ни из чего делали что-то. У нас не было денег на дорогу, мы не катались на такси, я помню, то есть у нас вот такой вот путь был. То есть я отказался от ресторанов, от всего. У меня был стабильный мой доход. Как-то так получилось. Да, это тяжелый путь, но если, я не знаю, как-то переждать, если... вот переждать этот момент, я думаю, у всех в любом случае всегда получится, если работать. Сафар Мухаммад — это музыкальный проект или это ваше взаимное творчество? Я думаю, он просто мне друг. Просто друг? Да, просто друг. Вот как Daft Punk, так и мы. Просто друзья. В первую очередь это просто друзья. А потом уже там всякие творческие, финансовые моменты. Я не понимаю вот в этих менеджерские моменты, как это можно сказать. В первую очередь это друзья. А хорошая группа будет существовать до тех пор, пока вы дружите. Вот далеко не будем идти. Linkin Park — одна из таких вот underground групп, которые просуществовала около 30, да, по-моему, лет. Распалась, по причине, которую мы знаем. Я думаю, очень мало команд, которые вот просуществовали из андеграунда вот столько лет, меняли столько раз свое звучание и не распались. Просто потому, что они все были друзьями. И не ругайтесь. Вообще. Не, мы ругаемся. Мы с Сафаром, мы жесть как ругаемся. У нас вот страдает, конечно, моя квартира, потому что мы работаем у меня. Мы очень сильно ругаемся. Но всегда себя контролируем. То есть мы понимаем, что это очень важно. Взаимоуважение — это всегда важно. Стоит просто перейти вот эту грань, это все, это конец. А кто из вас двигатель? Иногда он, иногда я. Когда я ленивый, он. Когда он ленивый, я. Мы супер ленивые, я бы сказал бы. Мы очень ленивые, да. Человек, который принимает тот факт, тот момент, что он ленивый, я думаю, это уже 50% успеха для того, чтобы начать что-то делать. Лень, я думаю, есть у всех. Я был не ленивым, когда мне было там 14-15 лет, когда у меня прям был вот этот вот огонь. Если сейчас мне скажешь, готов ли ты там недельку поработать за огромные деньги в тех условиях, в которых ты тогда работал, я ни за какие деньги не стану работать. Я вот сейчас подумал и вспомнил те моменты, когда я всегда как-то любил европейскую музыку и всегда старался сделать для ребят, с которыми я работаю, что-то такое вот прям новое. Но если твой коллега не единомышленник, то у тебя этого не получится в любом случае. Понимаешь, да, о чем я говорю? Но с Сафаром Мухаммадом у тебя получилось. Да. Не боишься, что в определенный момент кто-то за вас зазнается, зазвездится? Ничего, как зазнается, так и опустится. Нужно всегда людям давать время.
чтобы они успокоились. Но это и ты, может быть. Он мне тоже даст, наверное, время. Ну, то, что касается звездной болезни, я в свое время переболел. Сафар тоже этим уже переболел. Я думаю, ну, в личных наших отношениях такого не может быть. Некоторые вот смотрят, да, на Сафара в Инстаграме, там, в Ютубе, ну, на концертах. Некоторые очень часто мне пишут, почему он такой зазвезденный. Блин, камон, бро, это его творческий, как это сказать, ну, творческая маска. Это во всем мире это так, это шоу-бизнес, он так и работает. Ты же не знаешь, какой он в жизни. Поэтому, я думаю, этому я прям сильно такого значения не придаю. Если оно случится, всегда можно найти решение. Не находят решение только те люди, которые уже не хотят его найти, я думаю. А общий язык можно всегда найти с человеком. Ты написал то, что тебе нравится, как меняется наш город. Да. Мне нравится то, что сносят вот эти старые здания. Они уже никому не нужны. Я люблю вообще обновления, что-то, апгрейды какие-нибудь, апдейты. Некоторые просто смотрят с одной точки зрения. Она тоже правильная. Я смотрю с другой точки зрения. Допустим, театры, которые снесли. Вот 90% людей, которые писали там плохие комментарии, они не понимают то, что это здание, оно уже просто рушилось от того, что оно гнило, да, изнутри. Да. Не лучше на месте вот этого театра построить, может быть, другой побольше театр, что-нибудь новое? Мы ведь для того и живем, чтобы устраивать свою жизнь все комфортнее, делать красивее. То есть люди работают, зарабатывают деньги, чтобы купить крутую машину, крутую квартиру, крутой телефон, там, кушать красиво. Никто же не живет, я не буду менять свой Запорожец вот на этот Land Cruiser, потому что он мне столько прослужил, и это история, и у меня столько всего, с ним связано. Ну, не бывает же такого. И я вот к этому всему тоже отношусь. Посмотри, какой красивый город. Насим, когда приехал, он говорит, у вас классный, очень красивый город. После Нью-Йорка он там прожил, по-моему, 7 лет уже. Говорит, очень-очень сильно город изменился, очень красиво, и мне нравится. Поэтому я думаю, что молодежь за, а чуть-чуть поколение постарше, они против. Поколение постарше апеллирует тем, что у всех есть какие-то воспоминания со старыми улицами. 100% тоже их понимаю, но нужно понимать, что время идет, мир меняется, нужно идти в ногу со временем, иначе в один прекрасный момент ты просто открываешь глаза и не понимаешь, где ты. У тебя не бывает такое, что как у любого творческого человека тебя накрывает депрессия? Бывает. У меня позавчера было такое. У меня был какой-то... Вообще у меня очень часто, редко бывает такое, но позавчера у меня была такая прям депрессия, у меня еще отключили электричество, у меня не осталось зарядки на телефоне, хорошо, что у меня был ноутбук. У тебя из-за этого депрессия была? Не, я просто говорю, что это вот все так навалилось. У нас сначала была депрессия, я не мог понять, в чем дело, потом еще выключили свет, это еще меня, добило. Бывает, очень часто у меня бывает такое. Психологические стрессы бывают очень часто. Иногда я творю какую-то ненормальную дичь, то есть в рамках положенного, да, то есть бывает такое, бывает. И что делаешь? Ничего не делаю, лежу, смотрю фильмы, играю. Наверное, 90% всей моей отрицательной энергии, она уходит в киберспорт. Вот как, допустим, спортсмены идут и отыгрываются на груши, я точно так же отыгрываюсь в играх. То есть поэтому, возможно, я в жизни такой очень спокойный человек. Но насчет приступов таких депрессий, паники, она бывает, да. У творческих людей чаще всего. Очень часто бывает такое, когда я разговариваю с коллегами, у них такое бывает. Я думаю, что в нашем деле это нормально. Это нормально, потому что каждый день можно, даже не думая, что одно и то же, но это, я думаю, да и у дизайнеров такое бывает. Как думаешь, что будет года через 3 с таджикской музыкой? Бро, не знаю. Вот честно не знаю. Вот, возможно, завтра появится какой-нибудь крутой музыкальный продюсер, который начнет делать тоже что-то крутое. Появится какой-нибудь певец, какая-нибудь певица, какой-нибудь супер рэпер то, классный. Что ты видишь сейчас. Сейчас, да, такая себе ситуация. Будет улучшение, как думаешь, учитывая все, что происходит? Если вот взять сейчас вот эту вот ситуацию и прокрутить время, то думаю, что нет. Но всегда есть шанс, я думаю. Всегда есть шанс, что, возможно, растет какой-то гений, о котором мы пока еще не знаем. А ты что будешь через 3 года делать?
У меня всегда была мечта писать музыку для фильмов, для игр. Если получится, я буду все-таки прям композитором, который занимается только этим. Не, конечно, у меня останутся там проекты, дела, то есть я никуда от Сафара не собираюсь уходить. Мы, конечно, будем делать эту музыку, но я уже планирую перейти к такому level-up. Это заниматься кино. Уезжать не планируешь? Или Нет, все-таки хочешь развивать Таджикистан? Нет. Я хоть и не самый такой ярый супер-патриот этой страны, но я думаю, что кадров у нас не хватает. Если я уеду, это будет совсем нечестно. Это будет очень нечестно. Не могу я покинуть это место. Конечно, я могу там уехать там, на учебу там, на 1-2 года, а чтобы просто навсегда уехать с Таджикистана. Может быть, когда-нибудь, когда у меня там будут подаваны. Вот. Но пока я не планирую. Пока нету таких планов. Кто мы? Блин, это глубоко. Это прям очень глубокий вопрос. Мой сенсей Насим, недавно мы с ним сидели, он мне сказал, что мы ответственны за свое развитие. Получается, что мы те, кто ответственны за развитие страны. Согласен. Получается Культура так? на первом месте. Да, культура на первом месте. Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но немногие знают, в каком. Паша Дурман.